каждым годом тема экологии приобретает все большее значение для человека. Чистая вода, чистый воздух, люди начинают осознавать бесценность даров природы. Проблемы, связанные с охраной природных ресурсов, необходимо разрешать. В Алекминском районе остро стоит несколько вопросов. Один из них – мусорный полигон. Организован он очень давно. 41 тысяча квадратных метров. Это непосредственно сам объект размещения отходов и общее 101. Это включая с дорогой, подъездные пути, КПП. Сколько лет он эксплуатируется? Официальное разрешение у него с 2008 получено, а так, сложно сказать, около 60, наверное. На сегодняшний день у полигона нет официального статуса, но и другого места для складирования мусора, которое бы соответствовало всем требованиям, тоже нет. Скажем, предыдущие года в связи с определением 6-й подзоны запретом размещения отходов изыскивался новый, как скажем, земли для создания нового объекта. На самом деле, после всех обсуждений, настоящее действующее место является более актуальным, да, более для всех сторон, скажем, и для населения, и для организаций, и плечо, имеющееся транспортная доступность, не увеличивает расходы, как, скажем, тарифные, да, которые, соответственно, лягут, опять же, для платежей населения. В течение нескольких дней в Алекминске работала большая группа Министерства экологии и природоохраны республики под руководством заместителя министра экологии Луки Сафонова. Цель нашего приезда в город Алекминск, чтобы обсудить накопившиеся экологические проблемы района. Район очень большой, очень много промышленных предприятий. И сегодня мы все тут собрались, чтобы обсудить ряд экологических вопросов. Но то и называется эта коллегия, чтобы коллегиально рассмотреть все вопросы и вынести коллегиальное решение, в ходе которого будет принято решение по устранению всего негативного воздействия на район и в последующем их устранить. Ну вот вы смотрели, да, какие будут, достаточно много будет встреч, совещаний, как вот вы считаете, какое более самое такое главное, наверное? Ну, во-первых, самое главное, это, конечно же, работа с промышленниками, да, района. Потом второй вопрос – это по реке Лена. Тоже нужно выработать решение по защите нашей уникальной реки. И третий вопрос – это по твердым бытовым отходам. Тоже нужно решить вопрос. Группа выезжала на полигон, чтобы увидеть фактическое состояние дел. Статус несанкционированной свалки фактически имеет, да. Для того, чтобы ее узаконить, надо, чтобы данный полигон попал в государственный реестр объектов размещения отходов. Для этого первые шаги со стороны администрации города и района уже предприняты. То есть проведено орнитологическое исследование, экспертиза, то есть, и получено заключение, что птицы, которые там обитают, они не представляют угрозы безопасности полетам, да, потому что полигон располагается в 6-й подзоне аэропорта. Ну а в дальнейшем надо проводить работу по ее узакониванию. Также в соответствии с территориальной схемой по обращению с отходами у нас есть такой стратегический документ в сфере обращения с отходами. Да? Мы должны там построить мусоросортировочный комплекс, и, соответственно, полигон. Да? В связи с тем, что других земельных участков возле города нету, районом принято решение, что данный участок будет образован на территории действующего полигона. Да? Для этого территория будет расширяться, то есть будут вырезаться новые территории и пройдет процедура перевода категории земель из лесного фонда в землю промышленности. Вопрос о узаконивании не решался в течение многих лет. Сегодня можно говорить о том, что пошло движение. Достигли определенных результатов и решили совместно с администрацией города Алекминска разработать дорожную карту
по дальнейшему развитию и работы этой данной свалки. Вот. Министерство экологии, в свою очередь, будет данный проект дорожной карты сопровождать в юридическом плане, вот, экологическом, ну, то есть всесторонне помогать. И надеюсь, что в скором будущем уже свалка города Алекнинска будет в полном объеме и на законных основаниях функционировать и решаться ряд вопросов близлежащих населенных пунктов, вот, где будет работать оператор экосетей, вот, и, соответственно, будет решена вопрос по несанкционированным свалкам, ну, и организация санитарных зон для сбора мусора. В ходе осмотра было упомянуто, что полигон действительно имеет значительный ресурс, и при конструктивном подходе можно не только узаконить, но и действительно создать полные нормальные условия. Мы понимаем, что в том числе наше предложение по сохранению текущего полигона, оно положительно оценено Министерством экологии, что действительно у полигона есть еще большой ресурс для того, чтобы его эксплуатировать. Также мы сейчас обратились в Министерство экологии для того, чтобы оказали помощь по расширению текущей границы объекта размещения твердых коммунальных отходов для строительства комплексной переработки и сортировки, и также строительства КОСа, там же, на том же месте. Одна из проблем – это финансирование проекта. На сегодня такими средствами не располагают ни город, ни район, ни регион. Региональное финансирование не предусмотрено. Поэтому, как и сказали, поступательные движения, определение, выделение земельного участка, получение, разработка технической документации, проектно-изыскательной проекта на техническую документацию, на проектно-изыскательные работы. Уже после этого будет, надеюсь, будет и решение самого финансирования строительства данных объектов. Есть и еще один важный вопрос, который был обсужден по деталям – зеленые платежи. Зеленые платежи, вот, например, у нас есть плата за негативное воздействие, да, на окружающую среду. Это, получается, вносят у нас все недропользователи, которые осуществляют, все природопользователи, которые вот, наносят вред, да, окружающей среды. Они, согласно федерального закона номер 7 об охране окружающей среды, негативное воздействие на окружающую среду является платным. Поэтому все природопользователи вносят эту плату. Суммы там получаются приличные. Данная плата, она разделяется по бюджетам на республиканский. Раньше подразделялась на 3 бюджета, на федеральный, республиканский и местный. На сегодня это в республиканский бюджет уходит 40% от платы за негативное воздействие и 60% в местный бюджет. Вот получается экологические как бы вот налоги, да, и вот эта вот плата, там суммы большие, и они обязательно должны расходоваться на экологические мероприятия. И вот сегодня на коллегии будем как раз вот на совещании эти вопросы будем поднимать тоже. Там есть постановление правительства Российской Федерации, там тоже прописаны конкретные мероприятия, на которые они могут быть израсходованы. Как это работает, пока далеко не в полную силу. Сборы значительные, да профинансировать зелеными платежами можно далеко не все. Такая инициатива у нас уже действует 2-й год по окрашиванию поступающих в бюджеты экологических платежей. Данные средства мы целевым образом должны использовать на определенные направления. Это 10 направлений, которые определены постановлением правительства Российской Федерации. Да? Но вот, к сожалению, многие районы, в том числе и Алекнинский район, по итогам 2023 года не смогли освоить данные средства. Ну, данная проблема как бы она по всей республике действует, и вчера тоже были обсуждены вопросы в данном направлении, да? Ну и прозвучали предложения, по каким направлениям использовать данные средства. К сожалению, данные средства нельзя использовать на строительство полигонов,
на обустройство санитарных точек и так далее, да, даже вот на строительство канализационно-очистных сооружений, которые нам очень необходимы. Но данный вопрос стоит по всей Российской Федерации, то есть многие субъекты Российской Федерации в качестве постановочного вопроса ставят данный вопрос, и в принципе Министерством природных ресурсов и экологии должны быть пересмотрены направления расходования данных средств. И если они разрешат нам использовать данные средства на эти цели, то это, конечно же, будет огромным подспорьем для нашей работы, для строительства, для создания объектов по размещению отходов, а также вот по канализационно-очистным сооружениям и так далее. Надеемся, что такое решение будет принято со стороны федерального центра, и тогда у нас появятся новые направления работы. Говоря об экологии, нельзя забывать, что приоритетная задача на сегодня – воспитать молодежь, прививая им любовь к природе, умение жить не только потребляя, но и отдавая. В Алекминске такую работу проводит Центр творческого развития и гуманитарного образования школьников. Наработан богатый опыт во многих направлениях. Я очень впечатлен работой центра. Это действительно необходимое для детей направление экологическое просвещение и воспитание. Огромное внимание уделяется и государством, наша республика и, соответственно, руководством Российской Федерации, потому что экологического воспитания подрастающего поколения это является приоритетной задачей нашего государства. И от того, как мы воспитаем наших детей, зависит будущее нашей страны. Какой оно будет через 10-20 лет, все зависит от наших детей, которые сегодня посещают такие подобные центры. Здесь же прошел круглый стол, за которым собрались представители Министерства экологии, а также коллектив Центра творческого развития и гуманитарного образования школьников. Кроме этого, приглашенные. Один из важных результатов встречи – перспектива совместного проекта. Цель нашей сегодняшней встречи была это обсуждение создания сети детского экологического мониторинга в Алекминском районе. Если все эти годы мы потихонечку шли к этому моменту, да, к созданию такого общественного центра детского мониторинга, сети детского мониторинга экологического, то сегодня мы это обсудили с профессионалами. И мы получили ряд предложений, как это лучше сделать, где можно найти оборудование. Со стороны Министерства экологии и природных ресурсов прозвучали предложения о совместной работе по развитию этой сети детского экологического мониторинга. И это самое главное, что мы сообща, консолидируя возможности системы образования, природоохранных структур, науки, да, и мы надеемся, что к этому у нас присоединяться наши недропользователи, сможем сдвинуть с мертвой точки создание такой сети. Почему это важно? Потому что на сегодняшний день формирование природоохранного мировоззрения у детей, да, оно необходимо. Потому что это направление, оно является очень важным для сохранения безопасности национальной нашей страны. Это не громкие слова. Есть живая природа, существуют люди. Нет живой природы, не существует людей. В простых понятиях глубокий смысл. Каждому надо ими проникнуться, и тогда наша планета станет зеленее.